Впервые за 10 лет Российско-финляндский культурный форум прошел в регионе, в одном из центров финно-угорской культуры Сыктывкаре. На юбилейную встречу съехались около 300 участников из Финляндии и России. Представлено более 50 российско-финляндских проектов, в том числе 17 от Коми. По словам главы Республики Коми Владимира Торлопова, такое грандиозное мероприятие является свидетельством искреннего и глубокого желания развивать культурное сотрудничество между нашими странами, нашими народами. Дай Бог, чтобы какие-нибудь наши проекты получили поддержку на форуме. Я буду рад, так же, как любой другой руководитель, присутствующий здесь на форуме. Самое главное, чтобы гости остались довольны пребыванием у нас в Сыктывкаре. Чтобы тянуло опять к нам. И российскую сторону, и финляндскую. Принявший участие в работе форума министр культуры и спорта Финляндии Стефан Валин был приятно удивлен большим вниманием журналистов к форуму. По его словам, обычно у него на родине столько представителей СМИ лишь после обсуждения госбюджета. Haluan käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni myöskin kiittääkseni isäntiä erittäin hienoista puitteista, järjestelyistä, vieraanvaraisuudesta. Я хочу поблагодарить хозяев, организаторов этого мероприятия за потрясающее гостеприимство и великолепные условия. Nämä puitteet osoittavat, että myöskin täällä päin investoidaan kulttuuriin, mikä on erittäin hyvä asia. Условия, в которых мы находимся, говорят о том, что и здесь тоже инвестируют в культуру. Это прекрасно. Работа форума проходила по тематическим семинарам-секциям, в ходе которых участники и обсудили партнерские проекты. В основном участники этих проектов – это общественные организации. Некоторые из этих проектов уже функционируют, некоторые находятся только на стартовом этапе. Эти проекты охватывают очень широкий спектр различных тем, но часть из них посвящены вопросам этноса и культуры, поликультурных вопросов этноса. Это уже третий культурный форум, в котором я участвую, и мне очень приятно здесь видеть много новых лиц. Это приятно, что форум пополняется новыми участниками. И это присуще вообще всему сотрудничеству между Россией и Финляндией. В него постоянно вливаются новые и новые участники. Это и понятно, мы же ведь соседи, и меняются и обновляются не только стороны участники, но и формы сотрудничества. По словам организаторов, основной принцип форума – это создать максимальные условия для сотрудничества. Здесь государственные чиновники выступают в роли помощников, а не бюрократических барьеров. Культурный обмен между Россией и Финляндией на пользу двух государств. А это, по мнению министра культуры и спорта Финляндии Стефана Валина, дает возможность получать удовольствие в будничной жизни. Торжественная деталь. За большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами российскому координатору форума Юрию Шубину вручили рыцарский орден Льва первой степени. Я хочу сказать, что за 10 лет работы мы внедрили 600 проектов. 600 проектов, представьте себе. Небольшая Финляндия и Россия, и работает 600 проектов. И желающих с каждым годом становится все больше и больше с финской стороны и с российской стороны. Для того, чтобы попасть сюда сегодня на форум, рассматривается с финской стороны и с нашей стороны до 500 заявок. Есть стимул для творческого процесса, прежде всего, любого коллектива. Еще одним стимулом для творчества стало подписание протокола к соглашению о сотрудничестве между Россией и Финляндией. Оба государства теперь будут совместно развивать культуру, в частности, библиотечное дело. Финляндия на это выделит 230 тысяч евро.